Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. И вот главные темы. Главы регионов возьмут под личный контроль организацию вакцинации от коронавируса и будут нести за это персональную ответственность. 200 мирнинцев уже получили вакцину от COVID-19. В район поступила партия, рассчитанная на 1000 человек. Тело женщины обнаружено на месте пожара в жилом доме в Алекминске. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Итоги 2020 года подвела компания «Колмар». Сколько тонн угля добыли и какие планы поставили на этот год? Мусорные войны не утихают в Нерюнгри. Кто виноват и что делать? Станут ли крепкие морозы в ближайшие годы обычным явлением в Якутии? Расскажем в этом выпуске. Правительство России поручило губернаторам взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса в регионах, а Минздраву докладывать о результатах этой работы каждые 2 недели. Первый доклад на основе информации от руководителей регионов в Кабмине ждут до 26 января, следующий спустя 14 дней. Напомним, массовая бесплатная вакцинация от коронавируса началась в стране 18 января. Сделать прививку могут все желающие, а не только люди из группы риска. Граждане смогут выбрать одну из 2 из зарегистрированных в стране вакцин. Это «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Свыше 900 тысяч тестов на коронавирус сделали в Якутии с начала пандемии. Об этом сообщила замруководителя оперштаба в регионе Ольга Балабкина. За минувшие сутки в Якутии выявили 146 новых случаев заражения COVID-19. В Якутске заболели 45 человек, в Мирнинском районе 25 случаев, в Алданском 16, в Мегино-Кангаласском 9, в Татинском 7, в Жиганском и Усть-Алданском районах выявили по 6 заболевших. В Нижнеколымском районе 5 новых случаев. Еще в 11 районах зафиксировали от 1 до 4 заражений COVID-19. Ленская центральная больница буквально на днях получит вакцину от коронавируса. Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Светлана Куц. Подробности в следующем материале. До конца недели Ленская ЦРБ должна получить вакцину от коронавирусной инфекции. В общей сложности 2850 доз. Но приходить она будет частями. Прививать планируется по приоритетным спискам. В первую очередь медицинских работников, работников образовательных учреждений и социальных служб. Список подлежащих вакцинации у нас уже практически весь готов. Мы собираем сейчас списки с организацией, с предприятий города и района. Кроме того, у нас будет еще 2 прививочных кабинета работать в Витиме, в Пеледу, и с ними сейчас тоже работа ведется. Поэтому пока вот все в рабочем режиме. Прививать планируется начать сразу после того, как поступит вакцина, то есть уже со следующей недели. Распаковка препарата будет проводиться с использованием фото- и видеофиксации. Вскрывается возле морозильных ларей и загружается в морозильник сразу же с уже подготовленной температурой. И дальше вакцинирование будет производиться партиями, так скажем, по 5 человек, потому что в одном флаконе содержится 5 доз вакцины. Вакцина должна быть разморожена и в течение 2 часов поставлена пациентам. И в противном случае она будет инактивирована. Сегодня задача медицинских работников подготовить поток пациентов так, чтобы не было скоплений и в то же время перерывов в работе. Перед вакцинацией каждого пациента осмотрит терапевт и обязательное условие – заполнение анкет. Те, кто переболел и внесен в федеральный портал, перенесших ковид, будут иметь отвод от прививок на полгода. На сегодняшний день ситуация в Ленском районе с заболеванием коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Число заболевших постепенно снижается. 28 человек находятся в инфекционном отделении, из них 19 человек имеют положительный статус. В поселке Витим в инфекционном отделении находится на вчерашний день 15 человек, положительный статус имеют 7. Амбулаторно лечение проходит 20 человек. Несмотря на спад заболеваемости, контроль за соблюдением эпидправил в Ленске будет продолжен. Светлана Болева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. 200 мирнинцев уже получили вакцину от COVID-19. Речь идет пока о первом этапе. Еще один укол они получат спустя 3 недели. Защитить себя от инфекции препаратом «Спутник Ви» может любой желающий. В Мирнинский район поступила партия, рассчитанная на 1000 человек. Иванна Филиппова наблюдала за процессом вакцинации. Я не переболевший, иммунитета у меня нету.
Медработники в качестве пациентов. Врачи и медсестры первыми проходят вакцинацию от коронавируса. Следующие в очереди сотрудники правоохранительных органов, социальные работники, учителя. Все те, кто находится в группе риска. Главное у нас у докторов это сами за собой наблюдаем. Для этого нам легче будет потом что-то советовать другим. Вакцина отечественного производства «Спутник Ви» ставится в 2 этапа. Один флакон рассчитан на 5. После вскрытия необходимо использовать в течение 2 часов. По истечении времени вакцина непригодна. Собираем 5 человек в коридоре, она размораживается 30 минут и начинаем ставить. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр терапевта. Врач измерит температуру, артериальное давление, проверит общее состояние. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и результат флюорографического обследования. Вакцинацию нельзя проводить тем, кто за последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт. Противопоказаниями также являются хронические системные инфекции, туберкулез, новообразование, гепатиты Б и С, сифилис, ВИЧ, хронические заболевания в стадии обострения. По словам медиков, после прививки может быть легкое недомогание, повышение температуры. Поэтому в течение 3 дней необходимо наблюдаться у участкового терапевта. Первый заместитель директора медцентра «Алроса» соблюла рекомендации. Прививку получила. Ощущений никаких, абсолютно могу сказать. Переносится все хорошо, зашла, обыкновенный укус комара, вышел. Ну, я должна находиться вместе со своим коллективом, с которым мы сегодня пришли, 30 минут для того, чтобы посмотреть, мало ли. Сегодня перед медиками стоит серьезная задача – привить как минимум 30% населения. Только в этом случае образуется коллективный иммунитет COVID-19. Однако вакцинация – дело добровольное. Никого заставлять не будут. Мы сейчас закончим прививать первых приоритетных наших сотрудников и готовы будем прививать уже пациентов. То есть пациенты смогут обращаться в наш колл-центр. Мы будем сохранять их телефоны, расставлять в очередь, назначать дату. На днях начнут прививать сотрудников «Алроса» в медпунктах компании. По мере поступления вакцины препаратом обеспечат и другие населенные пункты района. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». За время пандемии с марта по январь якутяне подали в банке более 20 тысяч обращений о реструктуризации задолженности. Одобрено почти 70% заявок. По 12 тысячам кредитных договоров условия уже изменены. Также почти 2000 якутян заявили о своем праве на кредитные каникулы. Более 1000 таких заявок банки одобрили. 660 обращений на сумму 450 миллионов рублей уже исполнены. Причины пожара в жилом деревянном доме в Алекминске выясняет прокуратура. Напомним, происшествие произошло минувшей ночью. На момент прибытия пожарных 2-й этаж здания горел открытым огнем. Пламя тушили 5 единиц техники и 18 человек личного состава противопожарной службы Якутии. Подробности у Ульяны Шагиной. Пожар в деревянной двухэтажке по улице Кузьмина, 11 в Алекминске случился поздней ночью. 30-квартирный дом начал гореть со 2-го этажа. До прибытия пожарного подразделения все жильцы успели самостоятельно эвакуироваться. Сейчас причины пожара выясняет прокуратура. В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади. Предварительно пострадало несколько человек, погибших нет. На место происшествия выехал прокурор Алекминского района, а причина пожара устанавливается. Всего в доме проживало 50 человек, из них 38 взрослых и 12 детей. Большая часть погорельцев размещена по родственникам. По оставшимся 5 было принято решение о временном их размещении в общежитии Алекминского техникума. В районной администрации во второй половине дня состоялось экстренное совещание с погорельцами и заинтересованными лицами, кто смог бы оказать помощь пострадавшим. На базе Дома культуры «Гармония» организовали сбор продуктов питания и одежды. Помощь будет оказана жителями города Алекминска. Плюс вышли с призывом предпринимателям о показании горячего и продуктов питания, и горячего питания. Организован тоже сбор вещей на базе, еще раз повторюсь, ДК «Гармония».
Сейчас в администрации составляются точные списки всех погорельцев и размер причиненного пожаром ущерба. В администрации города заверили, что люди не останутся один на один со своей бедой. Уже решаются вопросы восстановления части дома в течение ближайших 2 недель, а также варианты предоставления квартир оставшимся погорельцам. И, как стало известно нашему телеканалу, на месте пожара в жилом доме в Алекминске обнаружено тело женщины. Для установления причины возгорания с места происшествия изъяты предметы и вещества, которые помогут восстановить картину произошедшего. С целью установления причины смерти женщины будет проведена судебно-медицинская экспертиза. После локализации возгорания не было установлено местонахождение женщины, которая проживала в данном доме. 21 января около 17 часов Следственный отдел по Алекминскому району Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия поступило сообщение о том, что при разборе сотрудниками Государственной противопожарной службы Республики завалов на месте пожара обнаружено тело пропавшей женщины 1965 года рождения. На место обнаружения в рамках организованной по данному факту процессуальной проверки выехал руководитель Следственного отдела и его подчиненные, которые совместно с сотрудниками пожарно-спасательной службы проводят осмотр места происшествия. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее в итоговых новостях. Итоги 2020 года подвела компания «Колмар». Сколько тонн угля добыли и какие планы поставили на этот год? Мусорные войны не утихают в Нерюнгри. Кто виноват и что делать? Станут ли крепкие морозы в ближайшие годы обычным явлением в Якутии? Расскажем в этом выпуске. Это итоги дня. Мы продолжаем выпуск. С какими итогами завершила год угледобывающая компания «Колмар»? Этот вопрос рассмотрел глава региона Айсын Николаев. Как рассказал генеральный директор компании Артем Левин, в 2020-м из-за объективных причин показатели добычи угля сократились с 8,5 миллионов тонн до 6,5. Говорили и о планах на этот год. «Колмар» планирует добыть 12 миллионов 240 тысяч тонн угля. Также компания начнет строительство вспомогательных объектов, в том числе главного корпуса, второй очереди горно-обогатительной фабрики Инаглинская-2 и второй очереди шахты Инаглинская. Также в этом году «Колмар» увеличит объемы средств на экологические мероприятия почти на 1 миллиард рублей. В 2021 году компания планирует создать почти 1300 рабочих мест. Свыше 450 килограммов золота добыл Селекдар в 2020 году. Отмечается, что компания ведет добычу по договору подряда в долине ручья Юрский в Нерюнгринском районе. Всего Селекдар включает 13 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области и Хабаровском крае. По итогам прошлого года компания произвела 7 тонн золота. Суммарный результат на 7% превышает показатели 2019 года, что, по мнению представителей компании, связано с увеличением переработки руды. Размер взносов за капремонт вырос в Якутии. Например, для жилых помещений в деревянных домах тариф составляет 6 рублей 45 копеек. Для каменных домов без лифта 9 рублей 10 копеек. Для каменных домов с лифтом 12 рублей 8 копеек. В первые 3 года действия программы капитального ремонта минимальные размеры взносов в Якутии не повышались. Тем временем цены на строительные и отделочные материалы выросли в несколько раз. Для того, чтобы сократить эту разницу, тарифы на капремонт должны подняться примерно на 60%. Правительство сделало это повышение поэтапным, плюс 15% каждый год. 18-19 годы собираемость была 86%, то за 2020 год сбор снизился. Ну, понятно, что тут и экономическая ситуация, и пандемия дают о себе знать. Мы хотели бы, чтобы население понимало. Плата, оно должно все равно умеренно идти. И чтобы за раз не собирать, как говорится, большие деньги, мы должны стабильно собирать те средства, которые необходимы на ремонт. Мусорные войны не утихают в Нерюнгри. Возникает вопрос, не справляются коммунальщики или же сами жильцы не соблюдают порядок. В ситуации попыталась разобраться наш корреспондент Ирина Кичигина. После новогодних праздников нерюнгринские соцсети вновь пестрят заголовками. Нерюнгри утопает в мусоре. Яркого сочного мусора вам в ленту. Мусор до сих пор лежит по своим адресам. Хотя есть и такие. Мусор вывозят, несмотря на морозы.
Как отмечают управляющие компании и сами нерюнгринцы, что незадолго до окончания года действительно проблема своевременного вывоза мусора была решена. Но с наступлением холодов начались перебои с техникой, и система дала сбой. У нас здесь морозы стоят жуткие, то есть гидравлическая система мусоровозов при таких температурах работает очень плохо. Нам приходится периодически возвращаться в автобазу, греть наши насосы, гидробаки и так далее. Сегодня мы получили 4 новых мусоровоза КАМАЗ. Сейчас происходит действие по регистрации данных автомобилей. На следующей неделе, я думаю, данные машины выйдут в работу, и мы систему вывоза в городе стабилизируем. Но есть так называемые проблемные зоны, в которых помимо вывоза имеют место другие причины того, что контейнеры и прилегающая к ним территория завалены грудами мусора. Например, дома по улице Кравченко. Это бывшие малосемейки, которые теперь приобрели статус многоквартирных домов. Многие собственники сдают квартиры в аренду, и именно постояльцы не соблюдают правила порядка. Хотелось бы, пользуясь случаем, также и обратить внимание на такую проблему, которая у нас существует на этих домах. Это очень проблемный жилфонд. И мне бы очень хотелось, чтобы мы более плотно сотрудничали, как управляющая компания, со службой участковых. Я думаю, что если мы будем более плотно сотрудничать, то эту проблему мы тоже нашим жильцам поможем решить. Хочется верить, что все, от кого зависит порядок в наших домах, проявят ответственность и сделают все, чтобы не создавать мусорных свалок. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Сергей Козюра, Нерюнгри. Минпросвещение изменило правила приема детей в школы. Теперь приносить заявления родителей будущих первоклассников будут не с конца марта, как раньше, а с 1 февраля. Сократились и сроки зачисления ребенка в школу до 3 рабочих дней вместо 7. Эти изменения касаются семей, которые живут на территории школы и чьи дети имеют преимущество при зачислении. В первую очередь с 1 числа пойдут по территориальной закрепленности. Это включая и льготную категорию и первоочередников, и будут подавать заявлять родители, у которых дети, старшие братья и сестры, учатся в этой школе. А 6 июля начинается уже на свободные места по незакрепленной территории. Запись лучше в центральные школы подавать, хотя законом разрешаются разные формы подачи заявлений. Рекомендуем заявление подавать через портал образовательных услуг, потому что особенно по 17-й, по классической гимназии, по первой школе у нас классы забиваются в течение 15 минут. Оперу Жоржа Бизе «Кармен» на языке оригинала покажут в Якутском театре оперы и балета. Уже начались репетиции с режиссером-постановщиком, главным балетмейстером и главным режиссером театра оперы и балета Удмуртской республики Николаем Маркеловым. Также в Якутск для постановки этой оперы прибыл дирижер-постановщик спектакля, главный дирижер Московского театра оперетты Константин Хватынец. Оперу «Кармен» на языке оригинала зрители увидят уже в марте. Работа так разделена на 3 части, то есть будут такие фрагментами, я буду приезжать, буду работать с труппой, будем запоминать мизансцены. Вот сейчас мы познакомились с труппой, отобрали, уже главных исполнителей утвердили. Работа ведется такая скрупулезная, потому как самое главное, наверное, будет сюрприз для зрителей, что впервые в Якутии опера будет исполняться на французском языке, на языке оригинала, так как это сейчас общемировая тенденция, общемировое правило. Зимняя стужа на большей части региона, скорее всего, продержится до конца января. Такие неутешительные прогнозы дают синоптики. Станут ли крепкие морозы в ближайшие годы обычным явлением в наших краях, узнавала Юлия Михайлова. Впервые небывалую январскую стужу почувствовали на себе жители Мадрида. Японцы в минус 27 подморозили яичницу. А жители Якутска 1 и 2 января впервые за 30 лет наблюдали разницу температуры в районах Гемиина и аэропорта аж в 12 градусов. Обычно максимальная разница на главных метеостанциях столицы составляет 5 градусов. У нас светило солнце здесь, как светило, так утрированно, видели мы, по крайней мере, солнце, не было тумана, было 32 градуса. А в аэропорту продержалась температура 44 и с туманом. И где-то с середины города этот туман сразу можно было эту границу наблюдать.
Якутяне в соцсетях организовали своего рода флешмоб «У кого холоднее?». Но вот как нужно правильно измерять температуру атмосферного воздуха. Вот очень часто говорят, что вот наш градусник, так называемый, как они говорят, у людей показывает столько, а вот наши термометры, которые вот именно сертифицированные приборы, они должны, вот он должен быть в будке стоять термометр, да? Она должна быть выкрашена белым цветом, она должна быть с ветровой защитой, то есть от ветра, от солнца и на определенной высоте, 2 метра от земли. Большая половина метеостанций Якутии, всего их 99, фиксируют с начала декабря температуры ниже отметки в минус 50. Отрицательная аномалия среднесуточной температуры составляет примерно 5-6 градусов. Всему виной могучий тропосферный циклон, который накрыл всю центральную часть Якутии. Сдвинуть его с места не в силах периодические антициклоны с запада и с востока. Они лишь на время поднимают температуру в некоторых северных и западных районах региона. Предварительно к концу месяца, где-то числа 29-го, может 30-го, очень глубокий циклон выходит на территорию, значит, на западную территорию. Вот каким образом он повлияет на нас, может быть, это и будет как бы немножко переломным. Хотя я на такие долгие, длительные прогнозы не берусь погоду прогнозировать, потому что... Вполне возможно, что эти холода еще надолго, да? Ну, по крайней мере, до конца месяца это точно. Похожая холодная зима в Якутии была в 2006 году. Совсем недавно на планете долгий период теплых зим сменялся многими годами холодных. Но глобальное потепление климата внесло дисбаланс в атмосферу планеты. С каждым годом морозы на севере будут ослабевать. Согласно климатических прогнозов, очень долгосрочных, конечно, 2100 год – это совсем такая отдаленная перспектива, но все-таки мы считаем, что температура зимы по месяцам, температура зимних месяцев увеличится, в смысле повысится, да, на 10-12 градусов. То есть там, где мы ждем, и сейчас у нас среднемесячная январская, скажем, около 40 градусов, мы ожидаем, что она поднимется до минус 28, минус 30. Юлия Михайлова, Семен Семенов, Якутск. На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Хорошего вечера.